Учительница первая моя, я помню, как пришла я к вам малышкой. И полюбил вас, как я, а вы учили любить меня книжки. Уж много с этих пор минуло лет. Желаю счастья, жить всегда без бед. Здравствуйте. Расскажите немного о себе. В системе образования уже работаю 35 лет. В этом году как бы юбилейный год. Да? В эту школу я пришла работать 14 лет тому назад, уже 15-й год работаю в этой школе. Как только построили этот дом, эту школу, я сразу пришла работать учителем начальных классов. А почему вы выбрали именно работу учителя начальных классов? Потому что работа учителя начальных классов – это самый ответственный период для каждого человека, потому что как он будет учиться в начальной школе, так и будет он дальше учиться так же, как учился в начальной школе. Если он получит хорошее образование, тогда в начальной школе, хороший фундамент, тогда он дальше будет учиться так же хорошо, я думаю. А что является в вашей работе самым сложным? Самое сложное, когда дети иногда очень часто пропускают уроки, потом чтобы они наверстали упущенные, это тоже очень сложно. Каким, по-вашему, должен быть идеальный ученик? И встречался ли он вам в вашей работе? Идеальный ученик – это, наверное, мечта каждого учителя – встретить идеального ребенка. Это идеальный ученик, когда ученик сидит на уроке хорошо, слушает учителя, понимает учителя с полуслова, на уроках он работает активно, и он не только на уроках, но и в жизни школы он принимает участие активно. Помните ли вы нас, своих выпускников? Я всех выпускников помню, так как я работаю в этой школе, у меня было очень много выпускных классов, так как иногда я работала сразу в 2 смены. Поэтому у меня выпускников в этой школе очень много. И вообще за 35 лет работы, конечно, выпускников много. Но я их всех помню, и мне приятно, когда даже на улице, увидев меня, молодые люди выходят с автобуса, чтобы поздороваться со мной, интересуются, иногда заходят в школу, именно студенты, чтобы поговорить со мной. Это очень приятно для меня. Привет, как тебя зовут? Яна. Я из 5 Б класса. Нравилось ли тебе учиться у Любовы Васильевны? Да, потому что она добрая и все правильно объясняет и никогда не ругает за мелочи. Какой урок тебе нравился больше всего? Математика. Хотела бы ты обратно вернуться к Любови Васильевне? Да, потому что не хочу бегать по этажам, не хочу, чтобы нас ругали, после уроков оставляли. Скажи какие-нибудь пожелания Любови Васильевне. Пусть будет легче, чем с нами учиться, пусть она живет долго, пусть счастлива. Меня зовут Олег, я из 5 Б. Какой урок тебе нравился больше всего? Мне нравилась литература. Нравилось ли тебе учиться у Любовы Васильевны? Да, потому что у нее решения были легче, чем в 5 классе, и еще она не очень строгая. Я желаю ей повышения зарплаты, чтобы она выучила 1 А класс. У вас любимые ученики? Я детей никогда не делила на любимые и нелюбимые. У меня именно любимых учеников никогда не было. Я их одинаково люблю. Их стараюсь дать им одинаковые знания. У меня любимчиков никогда не было. Какой бы вы хотели видеть школу завтрашнего дня? Современную школу, развивающуюся школу, чтобы дети приходили с желанием учиться. Наша школа, допустим, чтобы было много кружков, чтобы дети занимались дополнительно. Какие самые хорошие и счастливые моменты вам запомнились с нашей учебы? Мне, например, ваш класс нравился тем, что дети всегда активно принимают участие во всех проводимых мероприятиях школы. Вы, наверное, сами помните, что мы
постоянно занимали призовые места. И я помню, как вы сами вот выпускали газеты с вашим классом, мне было хорошо работать, приятно. Но, конечно, были моменты недопонимания. Я, наверное, и ругала, делала замечания, как это мы, учителя делают замечания и вот иногда повышают голос, просто лишь бы для того, чтобы вы учились хорошо, а не от того, что мы кого-то не любим. Наоборот, мы вас ругаем от того, что вас любят. Я так думаю. И еще хочу сказать, что если бы у каждого моего одноклассника спросить, хотели бы вы обратно к Любови Васильевне, все они ответили бы «да». Мне это очень приятно слышать. Мне очень приятно, когда вы заходите в кабинет, интересуетесь моими делами и рассказываете о своей учебе, о своих делах. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Мадина. Я из 5 Б класса. Нравилось ли тебе учиться у Любови Васильевны? Да, мне нравилось. Мне нравилось, как она говорила свои мудрые слова, как она нас учила с лаской, добротой. Какой урок тебе нравился больше всего? Математика. Потому что мы решали всякие задачки, развивающие примеры. Хотела бы ты к ней обратно вернуться? Да. С ней было как-то легче, а сейчас как-то все строго. Скажи ей пару слов. Я желаю ей, чтобы она жила до 100 лет, чтобы у нее было хорошее здоровье, чтобы она выучила 1 класс, как нас, хороших, добрых детей. Хочу, чтобы она жила до 100 лет, чтобы запомнила весь 1 А класс и счастья, здоровья, успехов. Нам очень грустно будет расставаться.